Скромный и целеустремленный Сулымбек Асканов родился 8 января 1943 года в многодетной семье. После школы работал слесарем-монтажником. В 1962 пошел в армию. В 1966 году будущий герой России окончил Качинское высшее военное авиационное училище. За время службы он освоил 10 типов боевых машин и получил звание мастера спорта СССР по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Его общий налет превышал 3000 часов. Я в книге об этом написал, что еще в раннем детстве, когда я лежал на стоге сена и смотрел в небо на мерцающие звезды, и мне хотелось оказаться там, наверху, летать на самолете. И вот тогда именно в нем зародилась эта мысль стать военным летчиком. В 1987 году Сулымбек Сусаркулович начал службу в Липецком авиацентре, а через год возглавил его. Рыцарь неба был награжден орденами Красной Звезды и за службу Родине в Вооруженных силах СССР. Очередная награда нашла своего героя только после смерти. Таким воодушевлением смотрел на него, действительно гордился, потому что этот человек действительно добился своим трудом огромных высот в жизни, несмотря на все трудности, которые у него были в жизни, сам добивался и сам себе прокладывал дорогу. Действительно, он был славным сыном своего народа, потому что он гордился, что он является ингушом, и это гордое имя он носил. 7 февраля 1992 года Сулымбек Асканов выполнял тренировочный ночной полет на МиГ-29. При заходе на учебную воздушную цель на самолете произошел отказ системы управления. Это привело к скольжению и вращению. Перестал работать авиагоризонт. Летчик потерял пространственную ориентировку, но все же смог увести истребитель от жилых построек. В 3 километрах от станции Хворостянка возле деревни Козельки самолет врезался в землю. Сулымбек мог бы катапультироваться, но пожертвовал собой, сохранив жизни сотни мирных жителей. Асканов сделал отворот падающей машины на 90 градусов. Сам он решил за жизнь свою, а людей спас. А если бы он на Хворостянку упал в самолет, то тут была бы катастрофа. Сулымбек Асканов стал первым героем России. Награды и звания были присвоены ему посмертно 11 апреля 1992 года. Своим подвигом он спас жизни и других пилотов МиГ-29. После трагедии конструкторы выявили брак в одном из узлов системы управления истребителем. Дефект устранили, и подобных аварий больше не было. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладимо среди ветеранов и последующих поколений. Порядочный, энергичный и верный своему делу. Таким запомнился он окружающим. Сегодня имя отважного летчика присвоено аэропорту Магаз и 2 самолетам. В его честь названы улицы в Ингушетии и 2-я Плиевская школа, где когда-то он учился. مسخان أولر وجه يتا يالش وورش ديالش حلقتش مسخان إلي كنش كاشت واش خولر أولر إلي يزدش خول أولر دنيا ناجح спокойно вырос или مسخان нанес уцер Сулымбек. Человек с благородной душой, который пожертвовал самым дорогим, что может быть у человека, жизнью. Он не умер, а шагнул в бессмертие. Ведь человек умирает лишь тогда, когда умирает память о нем. Тамара Хшагульгова, Новости 24.